Здравствуйте! Сегодня готовим штрудели. На просторах интернета есть множество рецептов этого блюда, но штрудели, приготовленные по моему рецепту, отличаются от других. И попробовав один раз, хочется его готовить чуть ли не каждый день. Ну что ж, раскроем секрет вкусных штруделей. Для начала приготовим тесто. В просеянную муку добавляем яйцо и начинаем замешивать тесто. Постепенно наливаем воду и продолжаем месить. Оно должно получиться вот таким. Даем тесту отдохнуть примерно 30 минут. Далее готовое тесто делим на две части и тонко раскатываем так, как показано на видео. После того, как раскатали тесто, смазываем растопленным или размягченным при комнатной температуре сливочным маслом. Внимание, именно сливочным маслом, а не растительным, так как мясо курицы в сочетании со сливочным маслом получается безумно вкусным. После того, как смазали тесто, разрезаем его на длинные полосы. Затем складываем на один раз и разрезаем. Снова смазываем с двух сторон и выкладываем на тарелку. Со вторым тестом проделываем то же самое. Тесто готово. А теперь в разогретый казан наливаем немного растительного масла и выкладываем мясо курицы. У меня сегодня куриные бедра. По желанию можно готовить и из говядины, но так как я уже говорила, куриное мясо в сочетании со сливочным маслом дает блюду особый вкус. Затем солим, перчим по вкусу. Добавляем мелко нарезанный полукольцами лук и жарим примерно 5 минут. Далее добавляем нарезанный соломкой морковь. Тщательно перемешиваем и жарим на среднем огне еще минут 7. Затем наливаем воду так, чтобы мясо было покрыто водой. И тушим еще 10 минут. Мясо у нас практически готово. Теперь добавляем нарезанный средними дольками картофель. Снова солим и наливаем немного воды, чтобы отступало от картофеля примерно на 1 см. После того, как вода закипит, выкладываем приготовленное ранее тесто, так как показано на видео. Воду больше не добавляем. Убавляем огонь до среднего уровня и готовим еще 25-30 минут. Наше блюдо готово. Посмотрите, тесто получилось тонкое и очень вкусное. Готовые штрудели выкладываем на тарелку. Сначала раскладываем тесто, а затем мясо и картофель. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты.